Следующий бой. Это будет долгий бой, друзья мои. Главный рефери, напоминает, Түгелбай Арапбай уулу. Достор, көпчүлүк мекендештерибиз Россияда жашап эмгектенишет жана Кыргызстанга ишеничтүү акча которууну издешет. Баарыңыздар Тинькофф банкын билгендей, Тинькофф Black дебеттик картасы менен Кыргызстан жана кээ бирки күмүш өлкөлөрүнө 20 000 рубльга чейин акчаңызды комиссиясыз которо аласыз. Ошондуктан биз дагы бир жолу сиздерге улуттук дизайндагы Тинькофф Black дебеттик картасын сунуш кылабыз. Аны жалпы күмүш өлкөлөрдүн жарандары акысыз колдоно алат. Картаны тариздөө үчүн шилтеме аркылуу өтүнмөнү калтырсаңыз жетиштүү. Картаны бүткүл Россия боюнча акысыз жеткирип беришет. Банктын тиркемесин сиз орус тилинде гана эмес, кыргыз, өзбек, тажик тилдеринде колдонсоңуз болот. Тинькоффтун мындан тышкары да артыкчылыктары бар. Алсак, сиз эми тиркеме аркылуу Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Казакстанга телефон номери аркылуу акысыз акча которо аласыз. Ошол эле маалда алуучуга улуттук валютада жашыруун комиссиясыз канча акча келерин көрсөңүз болот. Ал эми алуучу банкка барбастан эле акчаны дароо колдоно алат. Бул карта биздин уникалдуу байыркы оймобуз түшүрүлгөн зор дизайнда жеткиликтүү. Сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу өтүп, Тинькофф Black дебеттик картасын тариздеп, анын бардык артыкчылыктарын колдонуңуз. Итак, следующие бойцы. Третья пара. Справа от вас Мыктыбек Оралбай уулу. Он 98-го года рождения, уроженец города Ош. 73 килограмма его вес, рост 173 сантиметра. Он в черных шортах бойцовских, а его соперник в лице Мирзадавлатова Ахлидина, он в светлых бойцовских шортах. Представляет он город Андижан, Республика Узбекистан, 91-го года рождения, 74 килограмма он весит, 175 сантиметров его рост. И именно этот узбекский боец Ахлидин Мирзадавлатов громко заявляет о себе в самом начале поединка. Так, Мыктыбек Оралбай уулу пытается защититься. Закрывает, пытается закрыться. В частности, нижнюю часть. Сторону ниже челюсти пытается он закрыть. И это ему удается. Вновь в стойку возвращаются оба бойца. Давайте я еще немного расскажу об этих бойцах. Мыктыбек Оралбай уулу, кыргызский боец, город Ош, 98-го года рождения. Представляет он спортивный клуб Улуу Кыргыз. Из достижений пока что ничего значимого не высвечивается, так сказать, в биографии у Мыктыбека Оралбай уулу. Оно и неудивительно. Парень 98-го года, ему всего 20 лет от роду. Его тренером является Тынчтык Омурзаков. Ахлидин Мирзадавлатов продолжает доминантный путь, который он начал с первых же секунд, но парень из Кыргызстана не пальцем деланный. Сумел таки он выйти. Ахлидин Мирзадавлатов, как я сказал ранее, он представляет город Андижан, Республику Узбекистан. Представляет он бойцовский клуб Джашкуч. Из достижений у него уже что-то есть серьезное. Является он чемпионом Азии по ММА, чемпионом мира ММА, чемпионом Азии по боевому самбо, мастер спорта по боевому самбо. Ахлидин Мирзадавлатов, который сейчас лежит и пытается защититься, его тренером является Джахангир Карабаев. Вот такие вот регалии. Очень серьезный оппонент сегодня у Мыктыбека Оралбай уулу, но Мыктыбек, ничего не боясь, пробивает по корпусу и по лицу Ахлидина Мирзадавлатова и бросается в объятия узбекистанского бойца. Ахлидин пытается забрать ногу, не сумел таки. Так, продолжается борьба в партере у двух бойцов.
Ахлидин Мирзадавлатов, теперь он находится в выигрышном более положении. Напомню, что у него очень серьезные достижения. Одно лишь звание чемпиона мира по ММА чего лишь стоит. И если же Мухтбек Оралбай-Улу из Кыргызстана сегодня дойдет до победного конца, то это будет одной из самых громких побед Оралбай-Улу. Потому что достался ему крайне неудобный и серьезный соперник. Между ними 7 лет разницы. Мухтбек Оралбай-Улу 98-го, который сейчас сверху, а Ахлидин 91-го года. Ой, а тут своевременная подсечка, а? Как подобрал, а? Секунду для подсечки Мухтбек Оралбай-Улу. Крайне грамотно он действовал. Крайне своевременно устроил он подсечку. Ахлидин пытается близко к себе не подпустить Мухтбека Оралбай-Улу, широко расставляя ноги, и именно между ногами сейчас, между ногами просачиваясь, Мухтбек Оралбай-Улу наносит такие свои хлесткие удары. Ахлидин пока не знает, как противодействовать этому атакующему пылу парню из города Ош. Точнее, из Карасуйского района Приошской области. Так легко забирается на Ахлидина Мирзадавлатова Мухтбек Оралбай-Улу. Неужто сейчас полетит град атак? 3 удара, вот 4-й панч с правой руки. Ахлидин пытался от себя, как в Родео, выбросить на бок Оралбай-Улу, но тот продержался, и первый раунд заканчивается. Равная борьба идет. Вот они наши красавицы Кыргызской республики. Это пояс Карасу, ММА Карасу файт клуба, да, бойцовского клуба ММА Карасу. И именно ради него сейчас и бьются оба этих бойца за пояс ММА Карасу. Не за ВЭФ в целом, а именно подразделение Карасу ММА. Бэкфист отлично в исполнении Ахлидина Мирзадавлатова. Ему своим джабом отвечает Мухтбек Оралбай-Улу. Фронт-кик также в исполнении Мухтбека. Да, яростное начало второго раунда. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько свободного пространства дает Мухтбек Оралбай-Улу Ахлидину, что тот спокойно с развороту пробивает по корпусу. Так, проход в ноги. В лучших традициях Кылычбека Саркарбай-Улу. Кылычбека Саркарбаева, да, один из самых, если не самый популярный боец Волжской области. Так, Мухтбек. На радость публики собравшейся действует он. Каждое его удачное действие сопровождается ревом со стороны трибун, таким праздничным ревом. Кылычбек Саркарбаев, коли я завел о нем беседу, то давайте немного по нему пройдусь. Родился Саркарбаев Кылычбек Асылбекович в 1987 году, 20 января в городе Өзгөн. По профессии он юрист. Закончил он Ошский государственный университет. В 2009 году впервые он примерил на себе какое-никакое звание, а именно стал он чемпионом Кыргызской республики по кикбоксингу и по боевому самбо в 2009 году. Затем в том же 2009 году Кылычбек Саркарбаев стал чемпионом СНГ по боям без правил.
чуть попозже я вернусь к Кылычбеку Саркарбаеву. А пока мы видим отчаянное противостояние. Из портера вновь в стойку переходят оба бойца. Ахлидин, нет, отсюда уже было видно, что захват не сильно зафиксирован у узбекского бойца. Капа выпадает, просит убрать ее. Вот он. Бой. Мужской такой бой. Ой-ой-ой-ой-ой, аж до Бишкека слышен этот хлесткий удар. Мыктыбеку нужно собраться. О, бэкфист, да? Прям, друзья мои, импровизатор настоящий. Ахлидин Мирзадавлатов. Оно и неудивительно, потому что ему свободу и пространство дает Мыктыбек Оралбай-Улу. Нужно ему, конечно, почетче следить за ударами и передвижениями Ахлидина Мирзадавлатова. Я не удивлюсь, если очередной удар с развороту нанесет сейчас Ахлидин Мирзадавлатов. Это его коронная стойка, его коронная позиция. Именно вот с такой позиции обычно и пробивает ногами Ахлидин Мирзадавлатов. Спокойно так фронт-киками обменялся. Фронт-кик сейчас подарил, так сказать. И сокращает угол обстрела сейчас Мыктыбек Оралбай-Улу. От греха подальше решил просто-напросто сблизиться с Ахлидином Мирзадавлатовым. «Джахши!» кричат секунданты Мыктыбека Оралбай-Улу. Потихоньку силы его покидают. Видно уже невооруженным взглядом. Да и глаз правый начинает опухать немного у Мыктыбека Оралбай-Улу. Но верят в него. И мы, конечно же, тоже его поддерживаем. Так же, как и поддерживаем Ахлидина Мирзадавлатова. Комментатор спортивных событий, так же как и рефери, должны быть беспристрастными судьями всего того, что происходит в октагоне. Поэтому пускай победит сильнейший. А пока оба бойца решили немного передохнуть. А я этим воспользуюсь, продолжу свой рассказ о победах Кылычбека Саркарбаева, самого главного бойца Ошской области. В 2009 году, как я сказал, он стал чемпионом СНГ по боям без правил. А в 2011 году по правилам ММА стал международным чемпионом ММА по версии Валетудо. Затем в 2011 году стал чемпионом международного соревнования KF1 MMA World Competition. Затем в 2013 году на Алаш Pride Great Battle 2 стал чемпионом данного международного состязания. В 2013 году также брал победный ход и брал чемпионство на Алаш Pride Great Battle. Затем в 2016 году стал чемпионом WEF Pro Fight 3. И это уже считается его самой крайней такой более значимой победой. Очень насыщенная карьера получилась у Кылычбека Саркарбаева. Тем временем Мыктыбек Оралбай-Улу свои джебы включает вперед. Ахлидин Мирзадавлатов и бровью не шевелит. И вновь удар с разворота у Ахлидина. Так, полухайкик у Мыктыбека Оралбай-Улу. Да. Вот так взбучка начинается у нас сейчас. Набирает обороты этот поединок. И просто как в аниме-мультфильмах, в манге и аниме действует Ахлидин Мирзадавлатов. Аж сверху наносил свои панчи. На этом он и попался сейчас. Мыктыбек Оралбай-Улу, заметив вот это пространство между рукой и корпусом у Ахлидина Мирзадавлатова, туда и ринулся. Но Ахлидин Мирзадавлатов тут же встречает его захватом. Но потное тело Мыктыбека Оралбай-Улу с легкостью выходит из-под захвата.
Ну, давайте я завершу беседы о Кылычбеке Саркарбаеве, рассказ о Кылычбеке Саркарбаеве. В данный момент, если смотреть на портал Шердок, то у него 9 побед, 2 поражения и 0 ничейных результатов. В данный момент он женат, семейный человек, у него 3 детей. Ему, конечно, я лично желаю дальнейших успехов в любых других поприщах. Он в свое время знатно поднимал флаг нашей с вами любимой республики. А тем временем новая история пишется на наших с вами глазах. Новую историю лично для себя пишут Мыктыбек Оралбай-Улу и Ахлидин Мирзадавлатов. Мирзадавлатов находится сверху пока что. Он 91-го года рождения. Напомню, что он чемпион Азии по ММА, чемпион мира по ММА, чемпион Азии по боевому самбо, мастер спорта по боевому самбо. Это все Ахлидин Мирзадавлатов, который сейчас сверху расположился. Мыктыбек Оралбай-Улу. Мыктыбек, видно было, что тяжелее ему приходится раз за разом принимать удары и самому отвечать ударами. Некая тяжесть появилась в его ударах, но до последнего будет он бороться, как вот сейчас. Молодцом Мыктыбек Оралбай-Улу. Другой бы, быть может, на его месте давно бы постучался или пал бы жертвой нокдауна, но Мыктыбек Оралбай-Улу держится до последнего. Ему всего 20 лет. А он показывает железный характер. Вот именно на таких вот региональных соревнованиях и начинается путь в большой спорт у спортсменов, которые желают достичь больших спортивных высот. Ринг-аннаунсер вовсю заряжает публику. Так, немного подождав, немного успокоившись, Мыктыбек Оралбай-Улу включает таки свои удары. Я напоминаю, что это битва за пояс ММА Карасу. Нет, еще не время, Бой не завершен. Впереди 4-й раунд, а секундант Ахлидина уже выбрасывал флаг Узбекской республики. У нас впереди 4-й раунд. Быть может, решающий, друзья мои. Кто знает, нужно сейчас уже переворачивать ход этой встречи. Кому-то из них нужно сейчас отвечать жестким нокаутом, либо удушающим, потому что сил все меньше. И оба сейчас в зоне риска находятся, оба этих бойца. Один более-менее толковый удар по виску, и все, можно уже праздновать победу. Либо бросить последние силы на удушающий, либо на захват руки-ноги. Там уже едва ли кто-то окажет яростное сопротивление. Действительно, крайне энергозатратный бой мы с вами видим с первого раунда. Включив режим такой бей, беги, бей. Оба бойца продержались таки до 4-го раунда. На кону, я напоминаю, пояс ММА Карасу. Пояс локального значения, именно карасуйского значения. Тоже это достижение, это пояс как-никак. Поэтому такие вот страсти, поэтому такое вот желание Мыктыбек Оралбай-Улу. Правый джеб прямиком попадает по лицу Ахлидина Мирзадавлатова. Ахлидин не оказывает пока что
должного сопротивления. Мухтабек Оралбайулу спокойно действует он сейчас. Главное с нервами совладать молодому бойцу. Неужто включит режим Федора Емельяненко, когда тот был в лучших своих кондициях? Вы же помните, любители боев без правил, этого величайшего бойца, императора, который 5 лет никому не давал чемпионства в промоушене Pride, да, в начале нулевых. Именно этот японский промоушен являлся лучшим по зрелищности, лучшим по набору бойцов. Да, олдфаги, старики поймут, о чем я говорю. И именно в этом промоушене Федор Емельяненко показывал свои лучшие бои. Всех оставлял неудел. И именно ему присущ ground and pound, его коронка после захвата. Так. А сейчас как бы Мухтабеку Оралбайулу. Нельзя далеко отпускать свою руку. Нужно обратно ее возвращать. Что и пытается сделать Мухтабек Оралбайулу. Так переносит вес своего тела на другую сторону. Так что ему удобнее стало вызволять свою руку. Так. Вовсю поддерживает собравшаяся публика Мухтабека Оралбайулу. Конечно, чести ради перед своими родными трибунами нельзя отдавать победу Мухтабеку Оралбайулу, но тем не менее пускай победит лучше. Я ни в коем случае не болею ни за того, ни за другого. Я лишь за красивый спорт, за красивое ведение боя. Пускай победит сильнейший, а пока сильнейшего выявить тяжеловато получается. Теперь в лидирующей позе находится Ахлидин Мирзадавлатов. Ну так вот, Федор Емельяненко в лучшие свои годы просто сокрушал своих бойцов ground and pound. Находясь сверху, он просто наносил, будто из топора выбрасывал, будто топором резал лица и корпуса своих оппонентов. И Мухтабек Оралбайулу что-то наподобие этого хотел было исполнить. А пока что он получает прямиком по лицу от Ахлидина Мирзадавлатова. Нужно сейчас оборону выстроить Мухтабеку Оралбайулу, потому что очки сейчас за Ахлидина Мирзадавлатовым после этой серии панчей, серии яростных ударов. Мухтабеку нужно поскорее просыпаться, свои оставшиеся силы бросить на концовку. Да, очень много потратили сил оба бойца на этот бой. Но конец его будет сладким. Что мы видим? Ахлидин уходит на удушающий. Что тут было? Ой-ой-ой-ой-ой, как же сегодня везет Мухтабеку Оралбайулу. Лишь гонг об окончании 4-го раунда спасает его от удушающего. Поверьте мне, если бы не гонг об окончании 4-го раунда, Ахлидин Мирзадавлатов, скорее всего, вышел бы в победители своим удушающим приемом. Четвертый раунд не оказался решающим. И вот пятый заключительный раунд ММА Карасу Fight Club в рамках под эгидой WEF World Air Thai Match Federation. На кону пояс чемпиона Карасу ММА, друзья мои. Я напоминаю, что Ахлидин Мирзадавлатов из Узбекистана в светлых бойцовских шортах, а Мухтабек Оралбайулу в черных бойцовских шортах. Мухтабеку Оралбайулу 20 лет. Ахлидин Мирзадавлатов родился 91-го года рождения. В 91-м году он родился, да. Ему... Ой-ой-ой-ой-ой. Ему 27 лет. В этом году будет 28. Между ними 7 лет разницы. Интересно же, что же
окажется сильнее. Кто же окажется сильнее? Конечно же, опыт или молодость. Яркая, резвая молодость или такой неспешный, расчетливый опыт. Вот мы и узнаем уже по окончанию этого поединка. Главная интрига, досрочно ли он завершится, или все-таки все 5 раундов проведут эти бойцы. Так, завязка ног в исполнении Мыктыбека Оралбайулу. Ахлидин Мирзадавлатов, о чем он думал, я не знаю. Хотел было, наверное, спокойно легким прогулочным шагом уйти от Мыктыбека Оралбайулу, но не тут-то было. Мыктыбек сзади так связал ноги и повалил своего узбекистанского визави в сегодняшнем бою. Ох, вот оно мастерство Тугальбая Арапайулу прям по ходу встречи. Главный рефери одевает капу, вставляет капу между зубами Мыктыбека Оралбайулу. Вовсю поддерживает публика Мыктыбека Оралбайулу. Мыктыбеку нужно отвечать той же монетой, той же яркой. Так. Пошли кое-какие удары у Мыктыбека Оралбайулу. Уже просто-напросто как из рогатки выбрасывает свои удары боец из Карасу. Не сумел таки он зафиксировать свои руки, чтобы уйти на удушающий. Ахлидин Мирзадавлатов уже тяжело ему ставить оборону, защищаться. И вообще, если смотреть бои даже высочайшего уровня, то в такой позиции едва ли немногие могут поставить защиту. Ведь очень много факторов не позволяют поставить грамотную оборону при позиции лежа. Это и попытка уклониться, это и динамика. А вот зачастую именно такое вот положение и спасает получающего удары. Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, недолго Ахлидин танцевал. Только-только он уходил от града ударов, как тут Мыктыбек Оралбайулу. И все, можно тут уже завершать. Тугульбай Арапбекулу. Ой-ой-ой-ой-ой. Все. В одну калитку Мыктыбек Оралбайулу практически без сопротивления наносит свои хлесткие удары. Ничего не может противопоставить пока что Ахлидин Мирзадавлатов. Лишь отцепить от себя пытается. Ой-ой-ой, на радость публики. Давайте это без комментариев посмотрим. Послушаем рев трибун, так сказать. Ну все. Мыктыбек Оралбайулу и сам понимает, что он выиграл этот бой. Вот молодцом. Это и называется профессиональный боец. Сразу же пошел пожимать руку своему оппоненту, которого он несчастно избил в концовке встречи. И пояс Карасу уходит. Мыктыбек Оралбайулу, вы же сами это видели, но давайте дождемся решения
боковых судей Либожанином. И, конечно, победителем этого раунда, этого боя стал, ну, как говорится, победила дружба. Нельзя! Вот так неожиданно, друзья мои. Едва ли вы можете встретить такое еще где-нибудь. Флаг, конечно, нужно поднять, но он этого не увидел. Ну что, констатация факта: побеждает дружба. Я поздравляю. Увидимся уже с вами завтра, друзья мои. Смотрите НТ Спорт, занимайтесь спортом.